Селям алейкум. Хочется немножко с вами поговорить до того, как вы посмотрите выпуск. Первое, что я хотел бы сказать, что я очень рад, что вы интересуетесь этим каналом и заходите посмотреть новое видео. Мы проанализировали просмотры, нас радует статистика. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы люди больше подписывались, потому что кто-то смотрит и не подписывается. Поверьте, для нас это очень важно. Нам важен каждый ваш лайк. Если вам понравился выпуск, оставьте комментарий. Если не понравился, напишите почему. Нам интересно, и мы все это дело читаем. Сегодня у нас в гостях молодой и амбициозный профессиональный боксер Артур Зияддинов. Говорили мы на разные темы, и я в последнее время замечаю такую простую вещь, что молодежь, которая идет за нами, она сконцентрирована, она мотивирована и целеустремленна. Только тяжелым трудом и усилиями можно чего-то достичь. Артур про это именно и рассказывает. Он открывает секрет того, как можно достичь больших результатов. Каждому крымскому татарину, кто занимается спортом, обязательно нужно посмотреть этот выпуск. Потому что Артур буквально мотивирует своей фокусировкой и сконцентрированностью на своем деле. Обязательно просмотру. Всем пока. Артур, селям алейкум. Алейкум селям. Сау уже пришел. Сау, все пригласили. Значит, смотри, Артур, о чем я хотел еще поговорить с тобой, да? Когда я в Википедии посмотрел про тебя, то есть интересный момент. Там написано, что ты профессиональный боксер. То есть сейчас ты себя чувствуешь как профессиональный боксер, да? Да. Вот объясни, всегда чувствовал. Да, объясни вот простому человеку, который там, ну, не знаю, учитель, не знаю, водитель и так далее. Вот профессиональный боксер – это что? Ну, я тоже простой человек. Ну, имеется в виду человек, который… Понял. Да. Профессиональный боксер – это профессиональный, от слова профессия. Бокс на сегодняшний день – это моя профессия. Как бы это странно не звучало, но как люди идут, собираются утром на работу, я собираюсь на тренировку. Мне нужно правильно поесть, собрать сумку, пойти на тренировку. К такому-то времени пришел, оттренировался, вернулся домой, поел, отдохнул, опять на тренировку. С тренировки со второй пришел домой, поужинал, отдохнул, спать. На следующий день то же самое. То есть это получается это система, моя да? профессия, это система, это жесткий такой режим. Особенно чем ближе к поединку, тем жестче он становится. И почему профессия? Потому что я с этого что-то получаю. Там, какие-то деньги, да? Поэтому это профессионально. Вот смотри, есть такое, вот, к примеру, да, все работают, ну, в основном. И бывают такие моменты, когда, ну, не хочется пойти на работу, там, что-то больное покинуться. У тебя вообще бывает такое? Что Конечно, там, то есть ты… конечно. Это, тем более, это большой такой физический труд выполняется на тренировках. Бывает, где-то что-то болит. И вот я говорю, чем ближе к поединку, тем сложнее. И еще нужно вес делать, сушиться, вес гонять. Я, например, сам больше 13 килограмм гонял. Ничего себе. Это я как бы, да, не сильно большой, но 13 килограмм тоже немало. И ты сокращаешь там углеводы и прочее там, ну, уменьшаешь количество еды, это на эмоционально тоже сказывается. Вот скажи про сушку. Вообще многие, ну, практически все, наверное, знают, что есть такое понятие сушка в профессиональном спорте. Да. И я думаю, что многие слышали, что это очень вредно для организма. И вообще, вот в психологическом плане, это же получается, ты делаешь что-то нетипичное для твоего организма. Да, знаете, ну, у всех разная система вот этого весогонки. Я считаю, очень у меня такая щадящая сушка получается. Почему? Потому что я задолго ее начинаю. Я просто ее правильным питанием убираю, там лишние продукты, сахар, вообще сладкое, мучное. И тем самым я просто становлюсь меньше. И там буквально последние 2-3 дня я чуть-чуть воду
из организма выгоняет. То есть это уже как наука, да, получается? Да, то есть все да. точно. У всех, знаете, нужно, чтобы что-то понять, что лучше для тебя, нужно много что перепробовать. Нужно узнать, читать, знакомиться с людьми, которые тебе что-то подскажут, там, со спортсменами, с тренерами. И для себя что-то ты подбираешь, что лучше для тебя. Сейчас у тебя вес полутяж, да? Полутяжелая Это весовая какой? категория, это весовая категория 79 килограмм 400 грамм. Ага. Вообще у тебя амбиции вот в этом весе, да? Хотелось бы. Хотелось бы, но не знаю, как получится. Мне сейчас 24 только. Я уже вешу немало. Как будет потом? Это с возрастом связано? Ну да, с возрастом мышцы крепче становятся, плотнее. А вообще, вот когда мы говорим про вес, это очень принципиальная, да, история. То есть килограмм уже прям усложнение. Усложнение, да, знаете, бывает там буквально последние полкилограмма очень сложно уходит. Поэтому нужно контролировать это. Вообще, когда я про бокс слышал и читал, всегда читался элитно, это когда супертяж, да, то есть самая элита. Весовая категория. Да, ну у тебя нет таких амбиций, то есть, ну, там... Знаете, я когда мне было там 15-16 лет, 15 лет, ладно, скажем, есть такой всемирно известный боксер Александр Усик. Есть такой, да, до сих пор. Мы с ним от одного тренера вышли. Лапин Сергей Юрьевич, это его первый тренер и мой первый тренер. Я вот у Юрьевича спрашивал, Сергей Юрьевич, сколько он весил, когда первый раз на бокс пришел? Когда он пришел на бокс, ему было 14 лет. Он весил, если я правильно помню, 52 килограмма весовая категория. Сейчас он, ну, когда я тогда думал, он 91 боксировал, весовая категория до 91 килограмма. Я пришел на бокс, мне было 13 лет, моя первая весовая была 72 килограмма. И я думал, ну я к его годам буду такой большой дядя. Но если он, думаю, с 52 таким большим стал, ну я тоже должен стать. И прошло время, я чуть не вырос. Он сейчас супертяж в свои 33, если не ошибаюсь, но не знаю, как он. Он вроде чемпион, да? Да, но он в супертяжах уже не чемпион. Он был до супертяжелого веса, это 91 килограмм, абсолютным чемпионом мира. А сейчас он перешел в супертяжелый вес, и он как бы... то есть он поднимается сейчас, да? Поднялся уже, он уже там провел 2 поединка. У него есть пояс второстепенный, но он второстепенный. А вот ты говоришь, ты пришел в спорт в 13 лет, да? В бокс конкретно. Бокс. Так-то я всегда был. Да, да. Это вообще не поздно, 13 лет? Я считаю самое то. Да? 12-13, потолок 14 лет. Как бы, то есть уже сформирован человек, да? То есть, ну, как бы... Ты уже с пониманием идешь, что это такое, ты понимаешь, что ты делаешь более-менее. И ты более-менее сформирован как организм. Я думаю, самое то. А вот предыдущие твои опыты, ну, спортивные, они как-то сыграли на бокс вообще? Конечно, с детства, когда ты занимаешься, знаете, тем более я, Аллах шукур, застал то детство, где ты постоянно на улице бегаешь, там, мяч гоняешь или там где-то подерешься с кем-то. Ну, вот такая уличная, да, уличное детство. Я это застал. И спорт как бы с детства прививает к тебе ловкость, какую-то координацию. Это все, я думаю, помогло. Ну, у тебя вообще данные были, как ты считаешь? Ты же как-то анализируешь, вот тот же Лапин тебе... Данные, да, знаете, я считаю, с детства так получилось, что мне как бы прививали, что я буду боксером. Ну, это я сейчас понимаю. Ну вот, я родился в Узбекистане, в городе Ташкент. Да. В Узбекистане был известный боксер Артур Григорян. Меня, когда я был маленький, Григорян называли. Как бы он боксер, ну, в маленьком весе, но все же Артур, и меня Артур зовут. Григорян. Потом я чуть подрос, я был высокий, ну, достаточно крупный, высокий, но не плотный. Тоже как бы для бокса хорошо. И я занимался карате, кикбоксингом, и у меня достаточно неплохой удар был на то время. И мне говорили, там, ты боксером будешь, может. Хотя я к боксу плохо относился. Почему? Я ходил на кикбоксинг, на карате, но именно к боксу я не очень относился. Ну, как-то бокс по голове, думаю, бьют. Ну, не то. Карате ногами бьют по голове? Ну, да, карате как-то в фильмах показывают, там, популярно очень было. А с боксом я потом как-то случайно так
Смотри, вот получается, что, допустим, если нас смотрит какой-то подросток, да, который хочет заниматься единоборствами, если мы берем основные единоборства, которые сейчас на слуху, да, борьба, бокс, да, какие преимущества вообще у каждой дисциплины есть? Вот ты, допустим, профессионально занимаешься боксом, ты знаешь все про бокс. Ну, я думаю, что у тебя есть друзья, многое. знакомые, да, ну, многое. Я думаю, что у тебя есть друзья, знакомые, кто занимается борьбой тоже. Как ты думаешь вообще, кому что больше подходит? Я извиняюсь. Напряженно. На самом деле это все от души, вот как к чему душа лежит в первую очередь. Например, до бокса я собирался идти на борьбу. Я прям пошел на секцию борьбы, узнал, что где находится. Ну, для меня это было чуть-чуть далековато, это была зима, мне далеко ехать. Я думаю, весной похожу. Ну, Весной пойду. Ну, так получилось, мой друг затянул меня на бокс, и я стал боксером. И он перестал Опять-таки, ходить, да? да, он через месяц перестал на бокс ходить. Смотри, ну у тебя же данные, ну, то есть ты большой для борьбы. Ну, а что, Артур высокие Таймазов, борцы? по-моему, не маленький. Да? И еще есть ребята не маленькие. Может, мне там в вольной борьбе... Ну, опять-таки, знаете, спорт вносит какую-то лепту в развитие организма. Ну, конечно. Если я занимался бы баскетболом, я бы, наверное, еще больше Еще был выше бы. был бы. Если борьбой, я думаю, я был бы пониже, но коренастый. Коренастый, да. И бокс, так как ты постоянно там двигаешься на ногах, какой-то челнок, взрывная работа ног, она тоже, может, сказалась. А был этот момент, смотри, я знаю, что ты прошел большой любительский путь, да? То есть было много, ну, достаточно много боев. Да. Когда вот этот момент произошел, когда ты захотел, ну, то есть появилась возможность перейти в профессионалы, потому что это же принципиально разные моменты. Да, ну, скажу так, я всегда хотел в профессионала. Изначально? Да, у меня не было мечты стать олимпийским чемпионом. У меня была мечта стать чемпионом мира по профессионалам. Почему? Потому что я когда только начал заниматься боксом, у нас дома были фильмы «Рокки», я пересмотрел все части. Когда я приходил после тренировок, там часов в 10 где-то по какому-то, по Першему, по-моему, каналу или по Интеру показывали бокс, профессиональный бокс. Да. И я попадал на это время и смотрел. И вот с тех пор у меня закладывался вот профессиональный бокс. И я как-то... И постоянно, знаете, потом дома компьютер появился, интернет появился, я смотрел какие-то профессиональные поединки, и мне это вот привлекало. Вот это для меня был всегда настоящий бокс. А любительский там тыр-пыр по очкам как-то, ну не то. Еще тогда шлема были. Ну, да, шлем это вообще, ну, да. Кем ты вдохновлялся вообще? У тебя есть какой-то один боксер, который ты вот говорил, все, ну вот он... У меня нету прям любимчика одного. Да. Я всегда смотрел на разных и брал плюсы. Но таким вот, на кого я равнялся, можно сказать, это был Александр Усик, потому что я его лично знал. Да, как бы он личный был, пример. Да, личный пример, близко. У нас какие-то там, когда я уже подрос, антропометрические данные были более-менее похожи, да. Плюс один тренер у нас, какая-то школа. И вот он для меня... А ты с ним занимался в зале? Да. То есть ты его так прям лично знаешь? Да. Ну, мы с ним не друзья, прям такие. Понятно. Ну, то есть знаете. Ну, знакомы, да. То есть личный пример для тебя, он как бы больше, да, сработал? Да. Одна вот мотивационный такой момент был. Он не постоянно у нас в зале занимался, где я с Лапиным тренировался. Но когда он приходил в зал, у меня тренер такой он был, Лапин жесткий тренер. Ну, понятно. И идет тренировка, и когда Александр Усик заходит в зал замирает, тренировка останавливается. И я в основном был на ринге в этот момент. И все бегут к нему. О, там Саша Усик пришел, там кто-то фотографируется, автограф берет. И как бы... И я видел, как тренер к нему относится. И я на это все с ринга смотрел, думаю, я тоже так хочу. Ну, это же про амбиции, да, вопрос? То есть ты хочешь в амбициозном плане тоже быть звездой, величиной? Да. Ну, это нормально. Это нормально, конечно. Для чего ты тренируешься, для чего ты делаешь? Как бы, чем бы ты ни занимался, если ты добиваешься результата, ты становишься каким-то известным более-менее. Так вот, я смотрел на него и хотел стать таким же значимым, такой же причиной остановки этой тренировки. И вот этого я добился.
То Я есть, прихожу в зал, да. когда к нам и тренировка останавливается. Да. То есть, получается, он, этот Усик, и я думаю, ты уже в том числе, работаете как мотиваторы для тех, кто занимается, да? То есть они как-то это видят и хотят, ну, кто серьезно к этому относится. Я не говорю про тех, кто там пришел, месяц там что-то побегали, да, и ушли. Ну, наверное, так. Наверное, так. Для меня тоже там, для любого человека, я думаю, человек, который добился хоть чего-то, Да. у всех же рамки величия или успех, понятие, что такое успех, по-разному. Да. Кому-то там миллион в жизни хочется заработать, а кому-то миллиард. И вот, может, кто-то мечтает просто как я стать, а кто-то мечтает как Саша Усик. Да. Но скажи, вот я думаю, что многие сейчас поймут меня. Объясни, пожалуйста, как подросткам сохранять фокусировку и понимание, что это нужно заниматься спортом, потому что это труд. И когда ты подросток, у тебя куча соблазнов, на улице мяч пинают, там компьютерные игры, фильмы, сериалы. Как вот эту фокусировку держать вообще? У тебя был какой-то Именно в помощник? спорте? Да, то есть, ну смотри, это же работа, ты постоянно ходишь на тренировки, это постоянно график. Со школы ты идешь на тренировку, другие идут играть в мяч, то есть вот эти соблазны, ну, по-любому, да, у всех это было одинаковая такое история. много. Как у тебя, ну, те, кто-то помогал вообще, вот эта вот фокусировка, как у тебя не спадала, скажем так, мотивация эта? С детства как-то, знаете, я родился в Узбекистане такие там, кто сильнее, там вот это выяснялось. Это один момент. Потом, когда я переехал в Крым, мои даишки, у меня было 2 даишек, один Рамитле, в 2010-м не стало, а еще младший. И они меня так, знаете, там постоянно куда-то, сколько раз подтягиваешься, давай это сделай, давай то, как бы физическая работа какая-то была. И мой младший даишка Осман, он всегда меня в спорт, он меня первый, кто на тренировку отвел по вольной борьбе, это я во 2 или в 3 классе учился. Теннисную ракетку мне первую купил, я на теннис ходил до бокса. Настольный? Не, большой теннис. Да, и вот он меня как-то приобщал к спорту? Да, получается. приобщал к спорту. Потом, когда я начал заниматься боксом, он мне и по сей день, от начала и по сей день помогает всеми возможными способами. И вот по сей день даже, давай, Артур, не расслабляйся, там много не отдыхай, там, напоминай, да, что нужно работать. Ну и плюс на его примере я вижу, что он занимается бизнесом, свои дела. И я смотрю, он всегда там просыпается рано, во сколько бы ни лег, рано встает. Он тоже системный человек, да? Да, он системный, он работает, развивается, расширяется, у него есть семья, он семье помогает. Но я так как я стал спортсменом, значит, и на сегодняшний день это вся моя, грубо говоря, вся моя жизнь. Да. Значит, чтобы добиться результата, мне тоже нужно системно работать. Да. Потому что я понимаю, если ты не сделаешь это, сделает кто-то другой. У него будет, у тебя не будет. Поэтому нужно работать, другого варианта нет. Нет никаких секретов. Да, таблетки нет. Нужно работать и все. Смотри, вот это похоже на мысли тебя сейчас, вот ты сейчас так думаешь. А когда ты был любителем, вот эти... Как я был раньше, в этих шлемах, все то же самое было? Все то же самое. Я просто понимал, что если я не сделаю, сделает кто-то другой. И такое, знаете, это страх, не страх, как назвать? Я боюсь упустить время. Возможность упустить. Вот я всегда об этом думал. Да, в немецком языке, по-моему, даже есть такое слово, она одним словом, то есть упущенная возможность. Упущенная возможность. Да. Вот. И я сталкивался с этим, какие-то турниры, знаете, я после боя сижу, проигравший уже. Да. И я думаю, там совсем чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Я мог это сделать, но я не сделал это. И вот это меня злило. Многие знают, у меня в сентябре был поединок. Да. Я его, к сожалению, проиграл. Это мой первый проигрыш в профессиональном боксе. Но сейчас я уже остыл, нормально все. Я осмыслил, взял плюсы и минусы из этого. И вот это меня тоже сейчас злит. Я сейчас смотрю на поединок, надо было здесь вот так, я бы выиграл. Ну, как есть, да, уже. Но это меня толкает дальше.
самое главное. Вот смотри, давай, если ты не против, немножко про это поговорим, потому что я считаю, что человека только поражения могут научить. Вот он может победить только проиграв. Вот ты знаешь, мне знакома эта злость, когда ты проигрываешь, не обида, не расстройство, а именно злость, что ты где-то не дожал, где-то не дотянул и так далее. Я смотрел этот поединок, в том числе с Гасаном Гасановым. Ты вообще ты сам как анализируешь этот поединок в целом вообще? В целом, знаете, в плане физики я хорошо подготовился. Да, даже на финале вы были очень Я бодрые. все 10 раундов отработал, я не задышал, знаете, интенсивно, так у меня не забились ноги, все нормально. Но там сыграли, знаете, там чуть-чуть недочет произошел, там чуть-чуть недочет, с весом немножко не то, там поспал плохо, это маленькие минусы, и все это в кучу сложилось. Да. И все видели, я первые 4 раунда нормально, а потом будто что-то раз и произошло. А вот действительно оно и произошло. У меня в голове просто я раз забылся, да? И ушел с плана, плюс в 5-м раунде пропустил. И все. А нет вот этого переживания, вот этой ответственности, потому что многие же ждут от тебя победы. Конечно, ты же не выходишь как чистый лист, ты выходишь. Конечно, есть. Я боксирую, да. Если выиграл, регалии, да. финансы и прочее мне, но я же понимаю, что на меня смотрят очень много людей. Я понимаю, где я нахожусь, для чего я это делаю. И это дает свое, но не скажу, что я прям гружусь этим, но все равно в голове это у меня есть. Держишь все равно в голове. Это, наверное, все-таки про какой-то опыт, да, вообще речь идет? С опытом, конечно, это как я первый раз, когда в ринг вышел, как я себя чувствовал, и вот крайний раз, когда вышел, как я себя чувствовал, уже две разные вещи совсем. То есть первый раз ты выходишь, ты смотришь по сторонам, можешь потеряться, не чувствуешь пространства, а потом со временем ты как к себе в комнату заходишь. Вот это восстановление, оно же, конечно, отличается от любительского поражения, да? Но вообще это уже профессиональная жизнь. Да, любительский, знаете, это так часто происходит, что ты уже иногда не обращаешь внимания. Выиграл, проиграл, отбоксировал здесь, через месяц поехал в другом месте отбоксировал. И так пошел. А профессионалов ты долго готовишься, долго тренируешься именно к этому поединку. Потом медиа-поддержка большая. Медиа-поддержка большая. Твой рекорд, сколько ты поединков провел, сколько проиграл, как выиграл, в каком раунде, на какой секунде, кто был там рефери и прочее. Очень досконально, четко. И поэтому поражение забыть сложно. И не забудешь ты его, потому что оно у тебя всегда в графе, Вот сейчас я смотрю на свой 12-1, вот в красной это 1. Думаю, слушай, совсем бывало. Это вообще, мне кажется. Ты знаешь, когда я думаю про профессиональный бокс, мне всегда кажется, что это игра, вот знаешь, как в покере, all-in. То есть, мне кажется, что каждый раз, выходя на бой, ты как будто бы все ставишь на этот бой. Так и есть. То есть, поэтому и сложно, вот когда там 40 боев и 0 поражений, да, но это вообще считается что-то нереально. Потому что, дивизион серьезный, то есть со всего мира таланты съезжаются, и это же каждый раз тяжело доказывать, что ты не просто так, ты стоишь, да, ты не думал, что ты сложную себе профессию выбрал? То есть, это, мне кажется, даже не как борьба. То есть, в борьбе проиграл, проиграл, что бывает. А тут тебе действительно все время напоминает, что у тебя есть проигрыш. Вот ты да, не думал конечно. об этом? Конечно, у меня есть знакомые, которые программисты, кто-то известный блогер, или знаете, смотришь на них, веселая жизнь, сидит, кофеек пьет, играет, что-то как-то. А я же, когда готовлюсь к поединку, я 24/7 в поединке. Я не могу, если даже у многих если выходной, суббота, воскресенье, он может делать что угодно. Утром проснулся, холодный душ принял и пошел на работу, как ни в чем не бывало. А у меня я не могу себе позволить. Я всегда должен быть в субботу, это воскресенье, я должен всегда в режиме находиться. Смотреть, что я ем, что я смотрю, сколько я ем, что ем, когда ем, во сколько на тренировку, что одел на тренировку. Знаете, плюс я еще такой человек, очень требовательный к самому себе. И я думаю, ё-моё, бокс. Надо было мне боксером стать?
Ну, Ну, это реально тяжело. Ну, от Всевышнего я верю, что это не просто так. Ты знаешь, вот я с отцом, когда разговаривал про бокс, вообще вот мы переговаривались на эту тему, он говорил, что я, в принципе, поддерживаю в этом плане, что вот на самой вершине, да, там чемпион мира, один человек, но миллионы человек, боксеров, которые остались в тени, то есть они не дошли этот путь, да? Да. То есть получается, что это настолько, ну, давай так, и удача, да, тоже, и навыки, это прям все. Ну, должно сойтись. Победитель забирает все. Да, чтобы ты там стал чемпионом мира. Да. Слушай, вот у тебя должен был состояться бой, да? Ну, то есть в декабре, да, по-моему, Вот должен был быть? 24-го, сегодня у нас 16-го. 16. То есть должен был быть, и он, ну, его перенесли, да? То есть его или перенесли, или отменили. Как там? Его Какая не перенесли, ситуация? его отменили. Я готовился к поединку, оставалось совсем там 3 недели, может даже чуть меньше немного. Все классно, в отличной форме. Пошел, как обычно, в баню, восстановительные процедуры. Попарился, получил массажик, потом еще продолжил париться. И каким-то образом застудил лимфоузел в руке. Ну, все нормально, пришел домой, утром проснулся, болит, рука болит. Думаю, что такое? Ну ладно, думаю, пройдет день-два. Пару дней проходит, не проходит. Начинаю лечить. Самого простого, там что-то греть. То есть тренировки ты откладываешь, да? Ну, не откладываешь, нет, я не откладывал, я тренировался так же, просто, да, нагрузку уменьшил на руку. Ну, думаю, ну, бывает, знаете, там где-то иммунитет падает, ты чуть простыть можешь, чуть подлечился и пошел дальше. Ну, и здесь я так думал уже, чуть сбавлю обороты, сейчас подлечу руку и продолжу тренировки. Как бы. Я начинаю лечить, оно не проходит. Ну, такими простыми способами. Да, да. Потом начинаю уже серьезным способами, там, ну, не антибиотики, эти Ну, специально. лекарства, да, специальные принимать, не проходит. Пошел к врачу, он говорит, вот так сделай. Это сделал, не проходит. А тренировка-то все на низком уровне, на низком уровне, а там наоборот должен темп уже высокий быть, чтобы подойти в оптимальной форме к поединку. И так, и оно никак не проходит. И уже что делать, уже сели с командой, обсудили и решили отменить поединок. Вот ты сказал про команду. Сегодня команда это кто? Вот твоя команда это кто? На сегодняшний день это тренер и менеджер в первую очередь. Ну, и врач есть у тебя? Врач тоже есть, но он не всегда в команде находится, потому что я с ним Нет, дистанционно я с ним. Я с ним с 2015 года знаком. Он у меня есть, но не физически. Не постоянно, да? Не, постоянно, но не физически со мной находится. А как он может себе по скайпу, он тебе может? Ну, грубо говоря, да. А менеджер, он занимается тем, что он как бы, ну, условно он подыскивает тебя, подыскивает соперников, с ними договаривается, там, даты, маты. Пока так. Вот когда про соперников, когда есть какой-то рост боксера, есть такое мнение, что есть такое мнение, что вот боксера ведут. То есть ему там находят каких-то старых там боксеров, ну там что-то, то есть как-то его ведут. Есть такое вообще, ну, понятие? Есть. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, да, о чем я спрашиваю? Вот. Как ты к этому относишься вообще? Нормально отношусь. Такой пример. Раньше мне тренер его приводил, теперь я приведу. Бойцовская собака. Когда щенок, ты же ему не дашь состоявшуюся, уже крепкую, матерую собаку. Ты ему каких-то, не знаю, там, дворняшек Ну, поцелуешь. чтобы опыт, да? Чтобы он зубы почувствовал, кровь и как бы опыт. Да. И с каждым разом даешь сильнее собаку, чтобы он как бы... Так и с бойцами. То есть это работа менеджера, да? Это работа всей команды. Менеджер, промоутер, тренер. Вот скажи, как, так, с этим понятно. Смотри, вот у тебя условно есть соперник, да, противник. Менеджеры договорились, все договорились, промоушен, все там нормально, есть дата боя. Как ты к бою готовишься? То есть ты там смотришь какие-то видео там или что там? Вот как ты вот к этому подходишь? Да, сначала вот я начинаю тренировки. Тренируюсь в спокойном режиме. Ну, это ОФП, да? То есть общие тренировки?
Ну, можно так сказать. Там день больше, например, на физику, день больше на бокс, и так чередуется. Называют мне имя соперника. Мы смотрим. Я сначала смотрю, потом тренер смотрит, и тренер смотрит. Мы отдельно смотрим. Да. Потом вместе смотрим. Вы смотрите Его- бой? Да, или- его поединки, А. некоторые поединки, например. Обсуждаем, что мой тренер видит, что я вижу, как работать. Обсуждаем это, приходим к чему-то общему и начинаем над этим работать. Допустим, там, у него правая рука опущена, нужно туда бить. Каким образом? Либо на атаке, либо на контратаке. То есть у него всегда опущена, и ты можешь сразу ударить туда, либо тебе нужно заставить эту руку Подготовить. опустить, да, подготовить, обмануть, Прикормить. да, прикормить и ударить туда. И в каком раунде? В первых раундах или там в конце. И это все вот такой план Ну, расписывается. это И ты больше как бы- тренерская, да, работа? Больше тренерская. Да, То есть он конечно. как-то, у него же насмотренный взгляд, да? Да. То есть он Ну, получается он сразу... со стороны видит, Да. и он как бы должен регулировать. Да, это. и он же тебя знает, как бы, как инструмент, Да, условно да, говоря, и он видит противника. А вот это вот непосредственное согласие, что именно с ним будет бой, это принимается же задолго до того, как вы начинаете анализировать, или это уже после анализа приходит понимание, что, ну, можно биться, значит, можно назначать бой? Не совсем понял Вот смотри, вопрос. вот, к примеру, условно говоря, есть какой-то соперник, назовем его Мемет, да, вот он. Тебе тренер говорит, слушай, вот есть один Мемет, вот он как бы хочет бой. И решение, что бой с ним состоится, когда происходит? Когда вы уже его проанализировали всего? Или еще задолго до анализа, задолго до подготовки, то есть вот этих моментов? Да, например, как смотришь список бойцов, Да. кто из них доступен? Кто из них доступен? Берешь там из 100 человек берешь там 20 человек Да. доступных. Потом всем отправляешь предложение. Кто из них соглашается на это предложение? Отсеивается опять. И вот потом, кто отсеялся, кто остался в итоге, там 5 человек, грубо говоря, ты их смотришь, с кем получится интересный поединок, потому что если два одинаковых стиля, бой неинтересный. На сегодняшний день профессиональный бокс это шоу, ну как бы Да, всегда ну, было. понятно. Если неинтересный поединок, ни зрителям не интересно, ни самому бойцу как бы Ну, не то. конечно, что, одно и то Ты же. не получил удовольствия от того, Да. что ты сделал. Да. И подбираете соперника таким образом, чтобы бой получился более-менее интересный. Желательно, чтобы это были разные стили. И все, и с ним уже идет общение. Он соглашается, я соглашаюсь, и все, и мы начинаем на друг друга готовиться. А если, допустим, да, если мы возьмем чемпиона, вот чемпиона в каком-то, ну, допустим, полутяжелом весе, и получается чемпиону предлагают кандидатов, с кем он будет боксировать, или как? Там Претендентов. есть, Я почему думаю, там что есть назначают. Вот ты там с- есть назначение, и есть, когда он сам выбирает. Есть обязательная защита пояса, Да. есть по желанию. по желанию, да. Вот обязательно где назначают? Обязательно вот чемпион Да, и список под ним. В этом списке ты становишься первый, да. и ты обязательно, он никуда не денется. Либо он с тобой дерется, либо он платит тебе отступные, чтобы не сейчас подраться, а там через полгода, грубо говоря. Или же он оставляет пояс свой Да. и больше не чемпион. Но если он оставляет свой пояс, то первый человек в списке и второй человек в списке дерутся между собой, чтобы выявить чемпиона. А он может так, допустим, ну, он кого-то опасается, пояс оставил, там они передрались между собой, и он уже дерется с тем, кто ему больше удобен. Бывают такие маневры вообще, да? Я думаю, бывает, ну как, если он пояс оставил и он кого-то опасается, Уже не чемпион. ну, прям оставил, нет, наверное. Он просто возьмет из десятки, например, грубо говоря, 10-го, заплатит первому номеру отступные. Там этот пока на первый номер, возможно, не будет ждать, чтобы там не засиживаться, подерется с кем-то. И, возможно, он, подравшись с кем-то, получит На травму кого? или проиграет. Да, да. И вот как судьба. Ну да. Ну это уже больше такая тактика, да, получается. Но она тоже имеет место быть. Вот смотри, есть такое мнение, что, ну вообще в профессиональном боксе, там супертяжей, что после нокаута, проигрыша нокаутом именно, что человек уже, ну боксер, он уже не может вернуться в карьеру. Это есть такая история? Есть такое, но это не со всеми, я скажу. Есть такое, но не со всеми. У кого вестибулярный аппарат от природы слабый, он один раз упавший, уже
падает от не такого сильного То удара. есть это физиология, да, уже Это больше вот идет? именно, вот, что природа дала. Да. Также есть психология. Если он один раз упал, он боится уже второй раз. Если он раньше, стиснув зубы, шел в атаку Да. и дрался, и где-то бац, пропустил удар и упал. Потом он, если он собрался мыслями, восстановился, все, согласился на следующий поединок, ну, с тем же или с другим, неважно. Он выходит, и он уже понимает, что я сейчас, если опять так же сделаю, я опять могу То есть упасть. это больше Он психология. уже думает, не, я лучше не сделаю так. И он начинает более аккуратно вести поединок. И уже, уже боец, как бы не тот боец, который был. Такое есть. А есть те, которые упали один раз и идут дальше. Ну да, то есть тоже это больше психология, да? Владимир Кличко, первое поражение у него нокаутом было. Но после этого он еще... Первый вообще или... Да. Это когда он уже чемпионом был? Я не помню, честно. Это не сильно. Сандерс или как там его? Что-то, да. Ну, вот когда в Украине он, по-моему, Да, дрался. да. Потом брат его, да, победил? Да, кто-то? да, Все, да. я понял. Британец, по-моему. Ага. И после этого он еще проиграл. Но он вставал, продолжал, менял свою тактику, технику. Ну и все же стал чемпионом. И 11 лет был чемпионом без проигрыша потом. Ну да, согласен. Также и разные там, природа дала тебе, например, скорость определенную. Да. Ты ее можешь чуть-чуть развить. Но прям в 2 раза быстрее ты не можешь стать. Как природа тебе дала, ты ее можешь немножко улучшить, ну и все на этом. Никуда не денешься. Так. Природа дала тебе слабую челюсть, Да. то есть ты не можешь... Хрустальный подбородок, Да, да? ты не можешь удар держать. Всё, извини. Так все-таки получается, что бокс профессионально, в принципе, как и все виды спорта, это больше про физиологию, больше про гены. Ну, конечно. Не то, что больше, но это есть место быть этому. Да, как бы, имеет место быть. имеет место быть, да. Вот смотри, такой момент хотел у тебя еще спросить. Я так понимаю, у тебя есть зарплата, да? То есть, так, вот тогда давай. У меня нет. Тогда давай назад. Смотри, когда ты говоришь, что у тебя утром и вечером тренировки, да, то есть там и в субботу, и в воскресенье, это режим. Питание – это режим. То есть все это деньги, Да, условно говоря. все деньги. Да, все Вообще деньги. все Сейчас деньги. даже начнешь там на какую-то безуглеводную диету сел, все, полбюджета туда Вообще сливаешь. все деньги. Объясни мне, пожалуйста, вот смотри, ты как бы, я не беру прямо сейчас момент, да, а тот момент, когда ты уже пошел на профессионалы, да, то есть у тебя уже, когда в твоей жизни тренировки тоже были полноценные, то есть они занимали все твое время, вот этот вопрос с деньгами, он вообще как решался? То есть, условно говоря, да, там заниматься, это нужны деньги, питаться нужны деньги, то есть, вот эти бытовые вещи. Я, как сказал, у меня есть даишка, которая мне от начала и по сей день помогает. То есть он тебе, это получается такая, да? Большую часть, я скажу как есть, если бы не он, я бы так не занимался профессиональным боксом. Потому что мы живем в 21 веке, и всегда человеку что нужно было? Поесть, одеться и поспать где-то. Да, базовые Да, вещи. базовые вещи, которые должны быть у каждого человека. Если бы мне нужно было бы думать, где мне заработать, чтобы поесть, где мне заработать, чтобы что-то одеть, я бы так боксом не смог бы заниматься. Вот, я про это спрашиваю. Так именно, как я сейчас занимаюсь, Да. я бы не смог. Но Аллах шкур, у меня вот есть даишка, он мне всегда в этом помогал. Когда я попал в профессиональный бокс, меня заметил тренер. Тренер поговорил с канадским менеджером. Они мною заинтересовались. С того момента менеджер меня обеспечил. То есть Он это, мне давал зарплату ежемесячно. это зарплата, да, уже Да, считается? ежемесячно зарплату, плюс оплачивал там перелеты и прочее, проживание. А это получается какой-то фонд твой или это Нет, это промоушен не фонд, платил? это промоутер, менеджер. платил. Менеджер, смотри. У меня с ним был контракт, он мне давал определенную сумму в месяц, Да. я на эту сумму готовился. И получается, если ты там занимаешь какие-то призовые места, то есть он уже там все это дело там как-то делится, да? Да, То есть, если- да. Смотри, вот ты, получается, улетел и жил в Канаде. Сейчас в Википедии написано, что ты живешь в Монреале. То есть, условно Как бы, говоря. да, числишься там. числишься там. Вот скажи мне, ты же, получается, уехал и там постоянно жил, да? То есть ты Ну, раз в тренировался? полгода приезжал сюда.
по факту В ты гости. там жил. Да. Вот скажи мне, вот Канада вообще сейчас, она вообще как воспринимается тобой? Вот ты, получается, молодой парень, да? Полетел, ну, на другой, условно говоря, на другой, В другой мир. другой мир, Мир, на другой другую мир. точку планеты, то есть вообще в другое место. Расскажи немножко вот про этот опыт вообще, как там тренироваться, жить, как это все ощущается вообще, этот мир? Поначалу было сложно. Первый год я мучился. Мне там предлагали: Артур, давай там, ну, у нас отпуск какой-то, Да. давай на Кубу полетим. Я говорю: никакая Куба, я в Крым полечу, домой хочу. И вот меня всегда домой тянуло. Это первый год. Потом я освоился, более-менее познакомился с ребятами, там машину купил, стал мобильный, как-то чуть-чуть язык подтянул, и мне стало комфортно. Да. Какова жизнь в Канаде? Это другой мир, действительно. Другие люди, другой менталитет, другие шутки, понимание, не знаю. Все вообще другое. Первое время сложно было, но потом привыкаешь. Ну, люди другие, но они хорошие люди, я считаю. Такие приветливые, знаете, улыбаются тебе. Пусть вот говорят, там на Западе люди улыбаются, потому что так надо. Они там не искренне. Но я считаю, это лучше. Ты приходишь в магазин, тебе поулыбались, спросили, как дела, хорошего дня пожелали. Пусть даже не искренне. Да. Но ты, может, этого человека больше никогда не увидишь. Но вы друг другу пожелали всего хорошего и разошлись. И ты вышел с магазина, ну, как минимум, не злой. Или там не грустный. Ну, не испортили тебе Не день. испортили тебе настроение, да. К сожалению, у нас Но ты наоборот. прилетаешь, вот раз в полгода прилетаешь, Очень чувствительно. и контраст прям жестко. Я только прилетал в аэропорт и сразу чувствую. С одной стороны приятно, с другой стороны неприятно. Приятно то, что я иду и слышу русскую речь, там, и все понимаю. Рекламу на русском языке, я тоже ее хорошо понимаю. Как-то я понимаю, что вот я как-то... Ну, своя среда. Своя среда, в своей тарелке. Но потом, когда встаешь в очередь, все толкаются, какая-то суета вот эта. О, думаю, ну... А в Канаде, получается, ты сколько лет ну, С прожил? конца 2016 по вот конец января этого года. То есть это сколько Ну, получается? три с чем-то. 3 с чем-то. Да, ну ты полноценно уже 3 года, это прилично, да? Да. Там, получается, у тебя и поединки были, да, тоже все там? Да, у меня с первого поединка дебют, то есть там у меня был и предпоследний поединок тоже там был. Это получается, вот вы жили как на базе, да, там как база? Не, как не, это- не как это база, всё? я снимал квартиру. Вот так. Такая жизнь, профессиональная жизнь, так скажем. Я снимал квартиру, у меня была машина, я жил, ездил на тренировку. То есть тренировка Сам как себе работа готовил. была, да, по Да, сути? да, это и есть профессионально. Там уже на сборы, там, знаете, в интернете там пока, ну, можно посмотреть там тренировочные лагеря. Да. Это ты когда уже крутой боец, когда у тебя там большие деньги на кону, когда у тебя как минимум там 500 тысяч ты получишь за поединок, ты можешь там 50 тысяч долларов выделить на подготовку, да? Там и команда тоже. Там и все, команду ты диетологи берешь с всякие. собой, там уехал куда-то, не знаю, в Алушту, грубо говоря, от Симферополя в Алушту Где- поехал, где все. На базе ты там живешь, тренируешься, с тобой там находится постоянно врач, там, не знаю, диетолог, тренер, и все, и ты тренируешься, и спарринг-партнеры туда приезжают. Вот. У тебя сейчас есть партнер? Ну, они подыскиваются. Там поединок, ты их подыскиваешь, ну, тренер этим занимается. А так, чтобы постоянный такой спарринг-партнер, такого нет. А вот сейчас бои, которые там у тебя, по-моему, 1, 2, 3 бой, 4 бой, вот эти вот победы, они, ну, это про какие-то ощутимые деньги или это так, чисто больше рейтинговая история? Ну, по сей день все поединки рейтинговые. Ну, вот в сентябре был за титул чемпиона России. Насчет с финансовой стороны, Да. ну, я скажу так, я больше трачу, чем зарабатываю. Ну, ты как бы сейчас вкладываешь в то, чтобы потом Я вкладываю в самого выстрелить, себя. да, там. Самое лучшее вложение – это в самого себя. Да, да. А вот у тебя на твоей одежде, когда ты выходишь на поединки, у тебя тамга и твоя символика, да, там ты халпах одеваешь. Расскажи немножко про это вообще, ну, почему ты это делаешь? А что рассказать, господи? Ну, вот смотри, условно говоря, ты в Канаде, Так. да? В Канада – это страна, ну, мира. То есть там разные национальности. Да, И вот это вот желание всем сказать, что ты крымский татарин, да? То есть, ну, это же для этого делается. Да. Кто еще халпах одевает, такой каракуль? Вот
ты когда к этому пришел? То есть, когда ты захотел? Ты изначально хотел так? В Канаде так получилось. То есть, ты улетел из дома, да? Защемило в груди? Да. Я улетел из дома, звонишь в Крым? чтобы понять, что я... Крымский татарин. Да, грубо говоря. Слушай, ну это, по-моему, так и работает со всеми, да? Вообще, мне кажется, со всеми работает. Так получается, что ты уезжаешь, когда с той среды, к которой ты привык. Проходит какое-то время, тебя туда тянет. Но физически ты не можешь туда попасть. И ты ищешь себе какие-то там способы как-то об этом напомнить. Готовлю я себе что-то кушать, там кайтарму включу какой-то. Плов приготовлю. Плов приготовлю. Или там я пытался кубите приготовить, янтек приготовить попытался. Это, потом, не знаю, там что-то читаю про нас, слушаю, может, фильм какой-то. Фильмы не смотрел. Ну, то есть, Ну, все же вот да. тянет, да, тебя туда. Да. Плюс я там пару поединков провел, обо мне люди начали говорить. И в Америке, в Соединенных Штатах очень много тоже наших. Оттуда начали писать, ребята начали приезжать ко мне, и как-то, знаете, такой комьюнити. ты общался, да? Да, комьюнити такая, как бы группа образовывалась. И там общаешься. А вот с людьми, которые в Америке я общался, они тоже такие же, они же далеко от Да, дома. да. Они тоже очень патриотичные. И их патриотичность, и моя патриотичность, и вот Все умножается. все да? умножается, оно увеличивается. Почему Тамга, почему Колпак? Потому что я крымский татарин. Как еще по-другому показать, что просто ходить кричать, я крымский татарин. Ну, флагом ходить. Ну, флаг, да, флаг тоже. Тамга, она всем известна. Многие тюркские народы тоже ее знают. Крымские татары ее сразу узнают. Конечно. Она такая небольшая, как бы не какая-то, не знаю. Ну, емкий такой логотип. Да, емкий, сильный, мощный, и все об этом знают. И я его вот сначала на шорты. Я шорты сам себе рисовал, так сижу, там что-то кушаю, на тетрадке рисую, вот так. Тамга. Потом у нас колпак есть. Да. Мне поначалу многие говорили, о, что ты пародируешь Хабиба Нурмагомедова. В смысле, у них же другая Я история. не пародирую Хабиба Нурмагомедова. Да. Он хороший человек, наверное, он большой чемпион, он добился многого. Но я не фанат его, честно скажу. Он одевает свою национальную там шапку. да. У нас национальная шапка, она другая. Она отличается, значительно отличается. Я одеваю, и кто знает, это крымско-татарская. Кто не знает, я им объясняю. Причем многие не знали в Канаде, именно канадцы. А что ты одеваешь? Что, тебе холодно, что ли? Не, я говорю, вот так объясняю. Голова Там, мерзнет. да. Вот так познавали. А как ты считаешь, ну вообще, как ты думаешь, почему в Крыму наши соотечественники, не задумываются, вот нет такого, да, вот такого патриотизма именно вот такого, как у тебя там в Канаде появляется, как вообще у крымских татар, которые живут вне Крыма. Вот их патриотизм, он прям такой, он махровый, он его чувствуешь. Почему здесь, в Крыму, нет такого? Есть, но не у всех, очень не у многих. Да, человек привыкает, наверное, быть в зоне комфорта. Когда ты уезжаешь из своего логова, из своего дома, ты выходишь из зоны комфорта. И ты как-то начинаешь искать что-то комфортное для себя. И одна из – это твои люди, твой народ, твой язык, твоя музыка, речь, там, еда. И так ты вот к этому становишься ближе, я думаю. Таким образом ты интересуешься как бы своей культурой. И в тебе вот начинает потихоньку и увеличиваться твой патриотизм. А здесь мы как бы есть, мы в Крыму, мы крымские татары, и все на этом. И много вокруг крымских татар, как-то не задумываешься. И плюс, разные факторы, может, еще здесь влияют на это. И, к сожалению, я вот смотрю молодежь, я когда с молодежью общаюсь, с ребятами, которые помладше меня, я им там пытаюсь что-то там внушить, рассказать, объяснить, что нужно на правильных людей смотреть, брать пример с правильных людей. А то я замечаю, там люди смотрят, какие видео в интернете, да, там какую музыку слушают, как одеваются,
И мне это не совсем симпатично. Это совсем далеко от нашей культуры. Даже порой, это личное, сугубо мое личное мнение, порой даже не совсем для мужчины. То есть это, наверное, связано с тем, что немножко ориентиры сбиты, да? Как-то слишком много всего вокруг. Слишком много всего, и сейчас такая жизнь, что родителям приходится много работать. И, скорее всего, возможно, что оно так. Что-то Родители упускают что-то, да. Ну да, согласен. А скажи мне, пожалуйста, вот ты прожил 3 года в Монреале, да? Ну, скажем так, в психологическом плане, если взять потребность мужчины зарабатывать и иметь любимое дело, в принципе, ты был обеспечен, да? То есть ты занимался своим делом и так далее. А у тебя не было мысли такой, что, в принципе, можно и лет 10 пожить там как-то или что-то вот как-то осесть? В Канаде? Да. Признаюсь, было. Ну, то есть оно же усыпляет, да, немножко? То есть вот это вот люди вокруг все равно доброжелательные, это инфраструктура, это развитость общества всего вокруг. Да, и ты нормальный человек начинает думать за будущее, за будущее своего поколения, детей своих, представлять, как у них может быть. Да. Я думал, да, конечно. Плюс то, что еще как ни крути, там есть наши люди, с кем пообщаться. Да, условно говоря, вот ты увидел девушку там Фериде, там условную, да? А она живет там где-нибудь в Нью-Йорке. Вот вы там как-то понравились друг другу, и вот вы на пороге создания семьи. Но вы же уже люди другого поколения, получается, другого мировоззрения. Вы вообще видите другую жизнь. Потому что многие здесь живут, они же не видят другую жизнь. Они думают, все вот так вот. Вы видели другую жизнь, и вот эти мысли все равно не могут проскакивать. Да? Ну, ты как вот вообще, я понимаю, что сейчас в Крыму, а вообще эти мысли к чему тебя привели? Или ты пока так? На сегодняшний день у меня карьера. Я должен добиться. Семья, если так захочет Всевышний, она будет у меня, но я бы хотел, чтобы она шла параллельно. У меня нет такого семья не сейчас. Да. Я должен карьерой заниматься. Нет. Когда если семья будет, она идет параллельно, она мне помогает. Да, она не будет мешать. И идем мы вместе. Добиваемся вместе, чтобы моя половина, моя жена, добивалась своих каких-то целей. Она чем-то занималась. Не так, что она мне сидит, когда я приду, и не знает, чем заняться. Нет, она тоже пусть занимается, пусть развивается. Сегодня мы живем в таком мире, где просто сидеть нельзя. Нужно чем-то заниматься. И плюс у бездельника плохие мысли в голову приходят. Когда человек чем-то занимается, у него правильные мысли, он о плохом не думает. И если так будет, то я только за. А где оно будет, как оно будет, я не могу сказать. Конечно, мысли... Всегда человек же хочет быть там, где ему лучше. Да. Правильно? Но его нельзя обвинять. Сейчас я не могу сказать, что я хочу именно там жить. Почему? Потому что я молодой еще. Пока что у меня нет там жены, детей. Это в какой-то степени это немножко груз. Я пока свободен в этом плане. Я мобильный. Да. Я могу там побыть. Это очень хорошо для головы. Кругозор увеличивается, язык, то. Ты становишься больше как человек. Да, как личность растешь. Да, как личность растешь. И поэтому посмотрим, как будет дальше. Да. Сегодня у тебя тренировочная база, тренировочный лагерь, это в Родниковом, да? То есть ты живешь и там же тренируешься, да? Расскажи немножко про это место. То есть оно же новое, да, место? Да, открытие было 2 февраля этого года. 02/02/2020. Такую дату. Ну и так получилось, и дата совпало, красивая, да? То есть ты там каждый день тренируешься, да? Это полноценная Когда я база? в Крыму, да. Ну, сейчас я был в отъезде, занимался в другом месте, в других городах. Но когда я в Крыму, я всегда. Сегодня тоже там был. А ближайшие какие планы? То есть что ты планируешь? Пока нет планов. 2020 год, зараза. Да? То есть... У меня были грандиозные планы. По планам я должен был быть не здесь сейчас.
Не, ну смерть. Планы, такое дело. ну, как мне вот недавно сказал один дядька, слушай, это год такой, говорит, отпусти, говорит, пусть закончится, как он хочет, а с 2021 начнешь вот работать. В 2021 году, надеюсь, там в феврале все-таки выйти в ринг, подраться. А там уже дальше видно будет. Нужно смотреть вперед. Я хочу сейчас подписать контракт хороший, найти для этого, ну, чтобы подписать, нужно его найти. Да. Сейчас сложно, почему? Потому что никто не знает, как будет в 2021 году, ни промоутеры, ни менеджеры, какие условия, как это все будет реализовываться. И поэтому просто выслать контракт, как раньше это было, так никто не может. Нужно поехать, показаться, познакомиться, какое-то понимание у всех было. И потом видно будет. Вот еще такой маленький вопрос. Вот ты говорил о том, как подбираются бойцы, да, то есть ну, соперники. А тебе приходил инвайт на бой, то есть от кого-то другого? Ну, условно говоря, там какой-то бразильский боец рассматривает картотеку, из 100 бойцов видит тебя и такой, о, этот парень интересный, я бы с Такого ним». не было. Ну, до меня эти слухи не доходили. Может, менеджеру приходили, но менеджер мне не говорил, может быть такое. Но такого не было. Почему? Ну, наверное, потому что я опасный. Ну, парень 12-0 шел, да, там. Да, ну, 12-0, ну, даже 12-1 по сей день. Да. Там же не просто на рекорд смотришь, ты смотришь, с кем он дрался, как он дрался, смотришь его поединки. У тебя много боев там в первом раунде ты заканчивал, Я да? первые 5 поединков все в первом раунде закончил, да. Тебе, Шестой поединок. Не было такой пачком. мысли, что слишком просто как-то получается? Первые 5 поединков так и было. Я думаю, ну, Точно профессиональные бои, бам-бам-бум, да? и все. Шестой поединок у меня был боец-мексиканец, соперник. Я думаю, я сейчас его тоже так же уроню. Выхожу, я его начинаю бить, а он держит. Я его продолжаю бить, а он мне отвечает. Я думаю, ничего себе. И я так каждый раунд, там первый раунд закончил, думаю, ладно, сейчас во втором тебя уроню. Второй заканчивается, не уронил. В третий начинается, третий заканчивается, думаю, ничего себе. И только после четвертого я понял, что Артур, успокойся, уронить его не нужно. Ну, знаете, вот когда не получится уронить, нокаутировать соперника, Да. если ты вот именно заряжаешься, думаешь, сейчас я тебя ударю, да. Ты сразу, это и удар заметный, и силы тратишь. Да. И вот после четвертого я сам себе сказал, успокойся, как бы нужно боксировать. Я отбоксировал уже и по очкам выиграл. 6 раундов был поединок. А вот эти секунданты, которые тебе что-то подсказывают на перерыве, ты вообще их слышишь? Слышу. Потому что я обычно, когда смотрю, там что-то тренер что-то говорит, а у боксера вообще не тут. Знаете, ну это очень важно, чтобы спортсмен и тренер сработались. Это очень важно. А вот для меня, например, тоже. Потому что бывает тренер, он может много чего сказать, но ты ничего не понимаешь. Бывает тренер скажет чуть-чуть, но ты... Подсказку, да, дает? Да, вот именно как надо подсказал, но ты понял и сделал много. Ну, вот, чтобы так было. И некоторые спортсмены не слышат тренеров. Да. Там тренер кричит, разрывается, он его не слышит, потому что он не привык. Да, такое тоже бывает. Но когда ты вот контакт у тебя с тренером есть, ты его слышишь, ты его понимаешь, ты это сразу делаешь. Но это все равно нужно быть как-то эмоционально быть готовым все равно, потому что многие в адреналиновом кураже, то есть просто ничего не видят, не слышат, там просто по взгляду видно. Эмоциональный настрой, это вот очень важно. Ну, крайний мой поединок. Об этом мне еще раз напомнил. Так, ну это хороший просто опыт. Я читал, что ты вошел в рейтинг топ-100 боксеров. О, это старый уже. Ну, да. Это Сейчас, было. как сейчас На обстоят сегодняшний дела? день я в списке полутяжелого веса, Да. потому что я начинал в 91, это тяжелый вес. Тяжелый вес, да, тяжелый. Когда я был тяжеловесом, я, вошел там в топ-100, я был 89-й, кажется. 89-й. На сегодняшний день я уже в другом списке, это список полутяжелого веса, то есть до 79 килограмм. Там у нас 1200 с копеечкой, вообще в мире, Да, в нашей весовой категории. Я крайний раз смотрел, я был 48-й. 48-й. А кто сейчас чемпион в твоем дивизионе, получается, в твоем Два весе? россиянина, по двум версиям IBF и WBC Артур Питербиев, по WBA Дмитрий Бивол.
WBO вакантный. Почему? Вакантный, ну, нет чемпиона. То есть сейчас твой лучший результат будет место, вот, пояс вот в этой, да, в этой весовой категории, то есть получается вот с этими российскими бойцами. Да, ну, кто вот сейчас их занимает? Это твоя цель сейчас? Моя цель на сейчас... на ближайшие годы, вот какая твоя цель? На ближайший год-два моя цель войти, если я сейчас 48-й, моя цель войти в топ-10. Потому что чем выше ты, тем сложнее подниматься. Если я раньше там мог выиграть соперника, я на 50 позиций перепрыгнул. Да. А сейчас я там выиграл соперника, на 2-3 перепрыгнул. Поэтому сложно сейчас. И вот поэтому на ближайший год-два войти в десятку. В десятку входишь, ты уже очень близко к поясу. Тебя либо чемпион заметит и возьмет с этой десятки, выберет тебя, да, как добровольная защита. Либо ты там, например, стал 10-й номер, договорились там, не знаю, с 5-м номером, вы подрались, и ты стал там 3-м номером. Там очковая система, и ты стал 3-м. Там 1-й, 2-й подрались, или у кого-то что-то не получилось, или, грубо говоря, 1-й номер, там пояс вакантный, 1-й номер готов подраться, 2-й не готов по причине травмы или еще что-то. Берется 3-й номер. Так как я 3-й номер, я дерусь с 1-м за пояс. Я его побеждаю, я становлюсь чемпионом. То есть большой такой план на войну, условно говоря, это топ-10, да? А уже топ-10 тебе дает шансы для маневров, варианты для маневров. Я понял. Ну, Саул, Артур, что пришел. Очень было приятно поговорить. И я что хочу сказать, что у тебя в запасе еще много времени, ну, такого, да, возрастного для спорта, потому что для... Я себя всегда подгоняю, я считаю. Ну, скажем так, для бокса до 30 это прям хорошее время. То есть ну у тебя, да, до 30 ты еще развиваешься. Да, то есть у тебя там 7, там 6 лет, я думаю, даже 10 лет, так если хорошо взять, у тебя есть возможность себя проявить. Поэтому, в СМЕ, да, я думаю, что для всего крымскотатарского народа это очень важно, когда из небольшого количества людей получаются, ну, такие видимые чемпионы, да, ну, условно говоря, это всегда плюс работает. Поэтому желаю тебе... Иншаллах, дальше больше. Да, СМЕ.